ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Вместо привычной разминки – знакомство с новым наставником. Именно так начинается тренировка мини-футбольного клуба «Ухта». Главным тренером назначен Станислав Ларионов, бывший футболист, двукратный чемпион страны и дважды обладатель Кубка России. Внимание футбольной общественности он привлек в прошлом сезоне. Тогда Станислав возглавил команду «Политех» и менее чем за сезон вывел его в плей-офф Суперлиги. Аналогичная задача стоит сейчас в «Ухте». Чего же не хватает команде? У команды для этого все есть. Главное, чтобы ребята поверили в ту идею, которую сейчас мы будем им вкладывать и в свои силы. И я уверен, что нету ничего такого прям запредельного, чтобы нельзя попасть в плей-офф. То можно сделать, надо только в это верить. Переговоры с Ларионовым велись еще в прошлом сезоне. Президент Ухты Виталий Габоев не был знаком с ним лично. Однако ориентировался на тот результат, который видит в чемпионате, а также на отзывы от других представителей Суперлиги. Однако окончательное решение о смене главного тренера Виталий Габоев принял совсем недавно. Решение принял через день после нашей последней игры, которую мы проиграли с самым, к сожалению, рекордным, в смысле минуса, счетом, и команде, по моим оценкам, не превосходящей нас по мастерству и еще на своем паркете. Поэтому я считаю, что это такой очень больной удар. Но не только это явилось основанием. У нас еще было 2 игры, в которых, по моим оценкам, мы должны были показать несколько иные результаты и, соответственно, иную игру. Это игры с сибиряком. Многим футболистам Станислав Ларионов уже знаком. Одни делили паркет в качестве соперников, другие работали под его началом. В карьере Ларионова числится работа ассистентом в командах «Дино» и КПРФ. Главный тренер уже заявил о своих высоких требованиях. Судя по тому, что чемпионат страны уже идет, времени у команды на раскачку не будет. Что изменится с усилением тренерского штаба? Увидим 6 и 7 октября. Именно тогда Ухта проведет новые матчи.